Этот ясень стоит в Цибильде более 100 лет. Под его сенью прошла жизнь 4 поколений Вороновых. Семя, попавшее на Кавказ, пустившее корни и давшее плоды. Основатель дворянского гнезда Вороновых Николай Ильич – общественный и культурный деятель России, сподвижник Герцена, Огарева и Чернышевского, узник Петропавловской крепости. За участие в революционной деятельности был сослан на Кавказ. В абхазском селе Цибильда получил землю и основал имение Ясочка. Так любовно называл свою жену, польку по происхождению, Николай Ильич Воронов. Да. Вот с этой скалы, вот с этого межевого камня начинались имения, пожалованные всемилостивейшие надворному советнику Николаю Ильичу Воронову в 1872 году. 462 десятины. И вот дальше все туда, до Ясочки, вот эти горы принадлежали когда-то семье Вороновой. В Абхазии Николай Ильич проявил себя как крупный ученый-этнограф, талантливый журналист. Был редактором газеты «Кавказ», 9-томного сборника сведений о кавказских горцах. За заслуги по изучению Кавказа Воронов был награжден святыми Анной и Георгием и бронзовой медалью Русского географического общества. Так российский самодержец отметил заслуги провинившегося дворянина. Несмотря на ссылку, Вороновы не порвали с революционным движением. В Ясочке они часто укрывали революционеров, преследуемых властями. В советское время здесь располагался музей, хранился богатый семейный архив и библиотека. В результате грузино-абхазской войны музей-усадьба Ясочка был разграблен и сожжен. – 8 мая 1941 года в имении Ясочка родился представитель 4-го поколения Вороновых Юрий Николаевич, который, изучив свои генеалогические корни, впоследствии напишет: «Мой род известен с эпохи Ивана Грозного. Среди предков русские Мясоедовы, украинцы Шевченки, поляки Прогульбицкие, греки Сакелари, армяне Худадовы и даже французы Бурбоны». С детства окруженный живой историей, Юрий Николаевич рано был вовлечен в археологические поиски. Так он в 4-летнем возрасте помогал матери вести археологические раскопки могильника Апсилов в Цибильде. Юрий Николаевич учился на Восточном факультете Ленинградского университета. Его не привлекли ни пирамиды Хефрена, ни Джосера, а его тянуло сюда, в родные края, его тянула сюда усадьба, его дом, дух его предков и дух того народа, с которым он был тесно связан, дух Апсилов. И он иногда даже, в шутку или не в шутку, я не знаю, он всегда говорил: я цибильдинец, я Апсил. И всегда, когда мы находились здесь, я испытывал чувство грусти, потому что вспоминал грустную историю чеховского вишневого сада. А сегодня мне тоже грустно, но грустно вдвойне, потому что нет со мной моего друга Юры, с которым мы провели очень много вместе, на археологической стезе, на археологическом поле, во время раскопок. Ведь в Цибильде мы с ним в Цибильдинской экспедиции находились около 15 лет, пока не началась война. Российское руководство наконец начинает понимать свои геополитические задачи и
возможность и необходимость значит, своего пребывания все-таки в этой зоне, потому что чем больше они занимаются поддержкой этого грузинского режима Шеварднадзе, тем в большей мере они укрепляют позиции антироссийских сил в Закавказье. По приезде в Абхазию Юрий Николаевич проводит археологические исследования, руководит экспедициями и раскопками, читает курс лекций по археологии Абхазии. Вот я поняла, что этот человек, конечно, незаурядный. И вот когда я его видела, он большой и в прямом, и в переносном смысле этого слова. Крупный человек такой. Он был тогда даже неординарный, потому что, во-первых, он даже был одет, так как в 1974 году не было принято одеваться. Это, во-первых, он был с бородой, это вообще считалось как-то не очень даже прилично в то время. Мне, кстати, многие говорили, как ты можешь встречаться с бородатым? Вот даже такое было. А во-вторых, он был в джинсовом костюме целиком, кстати, в американском, фирменном, это только мода такая вошла. И он был очень, напоминал очень популярного в то время Фиделя Кастро. И мне кажется, он немножко под это даже так где-то играл, мне так кажется. Свои научные взгляды Воронову приходилось отстаивать в жесткой полемике с представителями грузинской исторической школы. Его почтовый ящик забрасывали анонимками, похоронными телеграммами, донимали телефонными звонками с угрозами расправы. Очень трудная у нас была с ним жизнь в каком плане? Потому что вокруг его имени всегда какие-то были слухи, какие-то разговоры. И даже мне, когда я только стала с ним встречаться, рассказывали очень много негативного, больше, чем позитивного. И я вот как-то, будучи еще молодой, как-то я разобралась, вот где правда, а где ложь. Вот я не поверила ни одному тому слову, что мне говорили. Вплоть до того, что встречаю я одну на улице женщину, которая говорит, вы Светлана? Я говорю, да. Вы знаете, будьте с этим человеком осторожны. Я говорю, почему? А вы знаете, вот его жена первая написала ему кандидатскую, а он такой неблагодарный, он ее бросил. Я сказала, ну что ж, вторая жена напишет ему докторскую. Потом я говорила Юрию Николаевичу, что я свои обещания выполнила. На наш вопрос Светлане Владимировне, что бы она изменила в своей жизни, если все начать сначала, она ответила так. Честно, если быть, я бы, наверное, изменила бы несколько свое отношение вот к той жизни, которая у меня была. Я сама себе ее усложняла, я была многим недовольна. Я была недовольна, что мне уделяется мало внимания. Я была недовольна, что он бесконечно пишет, что он без конца я вижу его согбенную спину. Меня это раздражало иногда. Хоть я понимала, что он не делает ничего плохого, а наоборот, он фанатически предан науке. Но это вот я бы сейчас с большим пониманием к этому отнеслась бы и не пыталась иногда, когда он пишет, уйти к подружке выпить кофе, а постаралась бы, может быть, вникнуть даже в его дело. Главным в жизни Юрия Николаевича Воронова была наука. В историю мирового кавказоведения он вошел как ученый-археолог, первооткрыватель и исследователь десятков памятников Абхазии и Западного Кавказа. Юрий Николаевич является автором более 800 научных и публицистических работ. Он, во-первых, создал археологическую карту, на которую ссылаются все ученые мира, не говоря уже об ученых местного значения.
Эту карту мечтали еще создать в 20-е годы Стражев, а в 30-е годы Йосиф Адзенда. Но у них это не получилось, и как раз создал эту карту Юрий Николаевич. В этом очень большая заслуга его и вклад в археологию Абхазии. Кроме того, он, вот это все учебники, которые есть по истории Абхазии, в них чувствуется его рука, периодизация, хронология. Вот он касался в своих работах всегда хронологии и периодизации. То есть самое важное, что есть в археологии. Он был очень хорошо подготовленным специалистом, и нередко его выводы были иногда по каким-то конкретным объектам, не всегда совпадали с мнением других ученых, что вызывало неоднозначное отношение к нему не только наших, как говорится, недругов в истории нашей Родины, но и коллег, и с которыми ему приходилось спорить и отстаивать свои точки зрения по каким-то конкретным вопросам. Он был принципиален, честен в науке, никогда не фальсифицировал. Если этот памятник относился к какой-то определенной эпохе, это был абхазским памятником или грузинским, он называл вещи своими именами. Все люди, соприкасавшиеся с Юрием Николаевичем, отмечают в нем глубочайшую эрудицию, энциклопедичность знаний, душевную открытость и трепетную любовь к своей родине, Абхазии. Иначе откуда бы взяться этим юношеским строчкам? Кавказ. Одно это название заставляет биться мое сердце. Вообще был влюблен в Кадорское ущелье, все, что происходило там. И как-то по-особому Юра вообще, конечно, относился к Абхазии. И он был очень большим популяризатором и нашей истории. И мы всегда могли в этом плане тоже гордиться тем, что у нас есть такой интеллигентный человек, ученый, гражданин. По прошествии какого-то времени, уже вот после гибели Юры, конечно, с каждым годом все острее ощущаешь то, что его, в общем-то, не хватает. Вот иногда думаешь, вот какая-то ситуация, вспоминаешь вот Юру и думаешь, вот какую бы роль он, например, сейчас сыграл. Сам по себе был тоже очень коммуникабельным человеком. И благодаря своей харизме он всегда к себе как-то притягивал людей. И был очень жизнерадостным, в общем-то, светлым человеком во всех отношениях. И... Можно сказать, что он был археологом широкого спектра. Но в этом широком спектре есть еще такие подразделения, где он тоже был специалистом высочайшего класса, потому что скифологи считали его скифологом, античные археологи считали его античником. Он очень хорошо разбирался в палеолите, в эпохе камня и в раннем средневековье. Все это встречается в его работах. Благодаря его работам, его трудам, благодаря Цибильде об Абхазии узнал весь мир, о культуре апсилов, что апсилы, наши древние предки, они ничем не отличались по своей культуре от Европы. Даже наши апсилийки, как нашел в своих раскопках Юрий Николаевич, они употребляли и маникюрные наборы, и носили украшения, которыми могли позавидовать любые европейские женщины. Юрий Николаевич, он идентифицировал 3 ответвления Великого Шелкового пути, которые проходили через Абхазию. И вот я что хочу сказать, что сюда должна была прийти экспедиция ЮНЕСКО. Она проходила по следам Великого Шелкового пути, но, к сожалению, вот мы ждали эту экспедицию, к сожалению, она так и не дошла до нас, потому что по политическим соображениям ее сюда не пустили. А у нас были здесь интересные находки, даже была найдена китайская бусина VI века с китайскими иероглифами.
По воспоминаниям друзей, Юрий Николаевич жил по принципу «ни дня без строчки, ни дня без черточки». Благодаря кропотливой работе и колоссальной трудоспособности появились археологические таблицы его находок, которые отметил еще академик Рыбаков. Но помимо всех своих прочих талантов, он был еще и прекрасным живописцем. Научные работы Воронова выстроили хронологический ряд абхазской истории, внесли существенный вклад в реконструкцию непрерывной линии этнического развития абхазов, считают историки. В 1978 году в Москве вышла маленькая книга с названием «В мире архитектурных памятников Абхазии». Эта публикация буквально взорвала научную среду Грузии. На проспекте Руставели в Тбилиси состоялось ее публичное сожжение. İşte god çırpıştık. Abri şvası şu Германия нацистство аяра нырга Гитлер типа анденне аш дука аш обзека амсекцена Берлин ирбли. Умризачка алет карт. İşte god çırpıştık. Abri hoca Хизрола уже дары и мачу измо наски измоко. Абьешко столб иштербарс. Что вообще зушку? Абьешко цици. Зки виши ханви жашку сезон. Шуксик цхана. А тираж харзак я изгана карт акута амсекуцена ирбли. Абьешко. Избанагусер. И джука эланагей. Абсуа архитектура рызадыры. Ехетпе ачаратса, апхейса, телехопшука. Ирацюна ирездризом Юра Воронов абсензухан яйцахес. Изхасха Юра Воронов изухан яркачна хара дара ивадаю. Ажл усрхот ак зло зиги илобха. Избанзер Юра Воронов абы хатрака анча итана илан акамку бамка хпамка абы хатрака. Рабхезе абы хатра дудзе имез аторых цайду. Архивал масрагум коно шод абри трое азертыз шлиман ихсимзи ивломзи убри азертыз дивизов харахсыван Юра Воронов. Азертыз изпшаз изкепхез игвазтыз рабхезе азаз Юра Воронов. Период разгула вообще, ну, хотя вроде бы была бы и хрущевская оттепель потом, но тем не менее мы всегда испытывали двойной пресс тоталитарного режима, во-первых, со стороны государства общего, где мы жили, а с другой стороны, второй пресс это со стороны Грузинской республики, куда мы входили не по нашей воле, на правах автономии. И вот в это время он не побоялся в своей книге «В мире архитектурных памятников Абхазии» написать, что аборигенами, коренными жителями Абхазии являются именно абхазцы. В то время как раз рождалась теория пресловутой двуаборигенности, которую придумали грузинские историки.
Когда на Абхазию обрушилась война, Юрий Николаевич Воронов решительно встал в ряды защитников своей родины. Будучи депутатом Верховного Совета Республики Абхазия, он становится членом делегации Абхазии по подписанию итогового договора в Москве 3 сентября 1992 года. Чуть позже находится в многодневной командировке в Великобритании, где участвует в конференциях и встречах в поддержку Абхазии, проводившихся в Лондоне, Кембридже, Оксфорде, Килмарноке, Эдинбурге и других городах. Для меня особенно важно в Юрии Николаевиче то, что у него было какое-то огромное чувство ответственности за Абхазию. Не могу сказать, что все наши политики вот как бы отличаются этим чувством, а он удивительно умел отстаивать интересы Абхазии на международной арене среди российских политических кругов. С самого начала, когда началась война, к сожалению, далеко не все российские лидеры хорошо понимали, к чему может прийти уничтожение Абхазии как единицы. Но Юрий Николаевич проделал огромную работу в том, чтобы убедить, что Абхазия всегда была и всегда должна быть Абхазией, а не допустить, чтобы ее поглотило какое-то другое государство. И вот я просто всегда восхищалась тем, как он умел разговаривать с разными политиками, с людьми разных политических взглядов. Он всегда находил нужные аргументы, всегда его речь была очень сбалансированной и взвешенной. И вот то, как он говорил, когда мы вместе ходили по разным кабинетам в Верховном Совете России, тогда еще Госдумы не было, и встречались с различными иностранными делегациями, это всегда, вот я вспоминаю, как пример настоящей политики. В качестве профессионального политика Воронов регулярно выступает на страницах российских газет, на радио, по телевидению. И это имело огромное значение в формировании общественного мнения в пользу Абхазии. Гарантом суверенитета Грузии выступает Россия, как это ни странно, а не сама Грузия, потому что Россия снабжает Грузию деньгами, оружием. Гражданин России фактически баллотируется в руководители Грузии и так далее. И эта поддержка на государственном уровне, подписи стоят как гаранты независимости, грузинской независимости, стоят правительство России, подписи. В этих условиях, безусловно, и за все те безобразия, которые там творятся, несет, безусловно, в первую очередь ответственность сегодня, тем более сегодня, после подписания и документа 3 сентября и так далее, несет Россия, безусловно. Если на правительственном уровне Россия немедленно не будет пресекать все эти вещи, она приучит к мысли свое собственное население и те злые силы, которые сегодня разворачивают свои усилия на этой территории, к тому, чтобы постепенно подвести нас к той же самой ситуации. Его очень любили, этого человека. Практически все люди. И это был не только ученый большой, прекрасный человек. Он был таким и, в общем-то, оказался прозорливым и политиком, общественным деятелем. Второе, что я хотел бы отметить, вот даже «Белая книга Абхазии». Еще во время войны он собирал вот различные факты нарушения прав человека. То, что было связано с геноцидом не только абхазов в годы войны 92-93 годов. Вы знаете, очень много пострадало русскоязычных людей. И были и русские, и армяне, и греки, и евреи, и многие другие. Все эти факты Юрий Николаевич собирал тогда. И многие удивлялись, что вот все же были такие важные события, была война, а Юра вот очень скрупулезно подходил к этой работе, систематически, систематизировал этот материал. И вот потом вышла такая книжка «Белая книга Абхазии», вы знаете, она в соавторстве была
Ну, в общем, колоссальную работу там как раз провел Юрий Николаевич Воронов. И Юра говорил, что это просто необходимо, что в будущем обязательно это понадобится, и что эти преступления нельзя вот таким образом их как бы укрыть, скрыть от мирового сообщества. Никогда не забуду его отношение, когда он вернулся в Абхазию свободную. Прежде всего он прибежал ко мне домой посмотреть, жив ли я, потому что я вынужден был оставаться здесь во время войны. Мне, Алику Бгашба, его семье, моей семье и еще двум нашим друзьям, Альфреду Алексеевичу Колоковскому и Виктору Юшину, он привез целый мешок продуктов, будем просто говорить, и попросил меня, чтобы я всем раздал поровну, поделил между нами, голодными, так сказать, естественно, в то время людьми. И эта забота и вот это вот его внимание очень была трогательна для нас, и это не забывается. Воронов реально представлял историческое значение победы народа Абхазии в войне. Понимал, сколь труден и тяжел будет путь послевоенного развития республики. Но будущее Абхазии он видел только на путях этнополитического суверенитета, писал о нем Юрий Анчабадзе. Юрий Николаевич во время войны, кроме того, что он был, естественно, ученый, археолог, политик, был депутатом и так далее, кроме этого, конечно, главное, я отмечаю, и особенно это проявилось в годы войны, Юрий Николаевич, это прежде всего был главным нашим идеологом. Это его публицистические работы, которые были опубликованы незадолго до войны, они, конечно, легли в основу всех его выступлений. Задача в чем заключается? В том, чтобы Грузия все-таки осознала, что она очень больна вот в этом административном стиле, и что рано и я абсолютно уверен, что в грузинском народе заложено достаточно потенциала. Это древний, очень культурный народ, значит, и рано или поздно это в нем должно проявиться, они должны понять, насколько их эта власть, значит, их дурит и издевается фактически над ними. И рано или поздно, я уверен, что трезвые люди туда придут, нормальные государственники, которые поймут, что для Грузии выгоднее: изолироваться от всего человечества и заниматься организацией кровопролития на своей территории, или идти на переговоры и решать на своей территории все цивилизованным путем. 11 сентября 1995 года российская пресса сообщила всему миру трагическую весть. В Абхазии, в Сухуми, на пороге собственного дома был застрелен вице-премьер Кабинета министров, выдающийся кавказовед, профессор Юрий Николаевич Воронов. Ара Юра ипсантаз шаада псаз хазм дервазар аларан. Ауид дануг халакаш тахоп дзапсаз яхайрат фене нука ауяналакалак. Юра убысхак згут баз, убысхак зцара цаулас, зус здырваз чкунан, убыртхварыдаге апсназыхан дара патриотизм дудза, брезқақва юкцан ими пызгуз древан. Апсва ирехко руктад гылын ухарату басиқаз чкунан, яхя абризги хакхи. Ишихдруепш Ерипстазара Джахчан, Дыказерз, Яхеожранза, Хара Апсва, Хаусквар пропаганда зыхан, Ицаулана Хтурахатзара зыхан, Хаджкун Свиритфюйна, Ацараус Радгала зыхан, Юра Илшашез, Изылшуха Адвизбухсис Шахицу. Ира акы аныйҭаххаз даналак ихазын дунихаан акы даҳәаӡомызт. Абарҭ аҷкәынцәа, абарҭ исыдгыло, абарҭ рыцҳауп, абарҭ рҭаацәақәа рызныҟәгом, абарҭ акалашәа рыцхрааз шәыҳәоит ҳәа. Еиҭак исҳәарц сҭахуп, ус иҟалак, ис иҟала,
Иура ихынышьҭаны, инышьҭаҵан, иара иитәыз хыбрак аҿы дымԥсӡеит. Зны иԥҳәыс лҿы дыҟан, зны даҽа џьара дыҟан, абна дынкыдгыла-аакыдгыло абас даан. Иахьа уажәраанӡагьы ҳара иаҳуалуп ҳәа исԥхьаӡоп, иара убри ҵабал ишахәҭоу ишьақәыргылан, иара убри иасачка ҳара аԥсуаа ҳкультура ашьҭыхра азыҳәан, ҳҭоурых аҭҵаара азыҳәан, ҳнаука ашьҭыхра азыҳәан иҟанаҵаз изыԥсоу иахьатәи аҿар идҳардырыр ҳахәҭоуп ҳәа сгәы иаанагоит. Иара Иура игәалашәара пату ақәызҵо зегьы убра ҳаидгылара ҳахәҭоуп, иаҭахуп саргьы аԥхьа снаргылан убри ҟасҵар схәҭоуп ҳәа схы иахьахәжаанӡа иҟасымҵац, исзыҟамҵац, исымҳәац даара сгәы иалоуп Иура иганахьала. Я никогда не забуду похороны Юрия Николаевича. Это было действительно проявление огромной народной скорби. И вот удивительно, что простые люди, далекие от политики, они так хорошо понимали, что для нас означает потеря вот этого человека. Я не могу сказать, что это понимали все политики, но вот удивительно, что простые люди, видимо, интуитивно, каким-то душевным своим чутьем, они поняли роль Юрия Николаевича и его место в истории независимой Абхазии. Через 2 года после гибели мужа Светлана Воронова обнаружила его завещание. С душевным трепетом она прочла последнюю волю супруга. Тело мы не держать более 1-2 дней. И кремировать, разделив прах на 3 части. А 1/3 рассыпать вокруг родимой ясочки, а 1/3 рассыпать у цибилиума, а 1 отдать любезной жене моей, дабы всыпан был в могилу ее, когда придет срок. Я думаю, что все-таки лучшим памятником для него, как и для любого ученого большого, это издание его трудов. И я свою лепту тоже попытаюсь нести. Юрия Николаевича уже нет более 10 лет, но до сих пор в Абхазии, в России и за рубежом выходят его статьи и книги. За заслуги перед Отечеством Воронов награжден орденом Ахтзапша 1-й степени посмертно. Его именем названа улица в городе Сухум. Эти дети ходят в школу, которую когда-то закончил Юрий Николаевич, школа имени Воронова.